Dida kovaragda kamura wasau. Kirgoru kuneçin, kanabatlecin. Doba bol khatuda, kahil zobazda, kahal konkrabazde. Sverun ratelin. نابكون هان بيركولي بيرار برغانتي حلا أغلق كدلي شرحي بقونتي كحيبي كون ساب إلي إيش فانزاليتي شربوك كون ساب إلي تباق قرغاتي وچا توناس ريب أريغن التن وچا أدابوسا أخشامچا رسند بير كيچيني بير قلغان بلكي شوير مها قلغان بلاجاق Abur kenini kaldı aç avalay. Luguz sava ava çavdi rahazva. Ilkishna fatfat viler tavalay. Aldi taiz havile gam çuvazva. Saat hih gidi muç ужангар ангарис. Тирхидиза царна кайни ири. Заваря нич хрисидих пури. Учу свардис, гуздарис жили. Летит, летит по небу усталый, летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток малый, быть может, это место для меня. Across the very sky they race, who friend and kingsmen used to be, and in their ranks I see a space, perhaps they're keeping it for me. Хунзарский район отличается своей уникальностью, глубокой исторической сущностью и удивительным самобытным колоритом. Только у нас можно мысленно встретиться с Гамзатом Цадаса, поговорить о женском с Фазу Алиевой, осознать всю ценность дагестанских гор, скал, рек и влюбиться снова и снова в женщину с Расулом Гамзатовым. Добрый день, уважаемые земляки и почетные гости! Приветствуем вас на торжественном мероприятии, приуроченном 35-му Международному Гамзатовскому литературному фестивалю «Дни белых журавлей». Да, сегодня исполнилось по 98 лет выдающемуся поэту Расулу Гамзатову. Сказать о нем хочется так много, но этого все равно будет мало. Он был не только поэтом, лауреатом Сталинской, Ленинской и Комсомольской премий, но и человеком большой души, гражданином с большой буквы, мудрым и безгранично влюбленным в Дагестан. Слово для приветствия предоставляется главе муниципального района Хунзарский район Нурмагомеду Махсудгаджиевичу Задиеву. Ассаламу алейкум, добрый день, уважаемые гости, дорогие друзья. Участник 35-го ежегодного международного литературного фестиваля «Дни белых журавлей» в Хунзарском районе. Мы рады приветствовать вас на хунзарской земле, ценители таланта Расула Гамзатовича. Литературное наследие великого Расула и сегодня находит свои почитатели не только у нас в Дагестане, но и за его пределами. Поэтому традиционно день рождения Расула Гамзатова отмечают 3 дня во всей республике. Так было еще при жизни поэта. Со временем праздник перерос в крупный международный фестиваль, куда съезжаются почитатели его поэзии. 2023 год будет объявлен годом Расула Гамзатова по всей России. Считаю, это самое правильное решение в честь столетия и в дан безграничного уважения поэту, человеку широкой души, необыкновенной мудрости, сыну Дагестана и великому гражданину, патриоту России. В свою очередь Хунзарский район несет свой вклад, чтобы юбилей, имя и стихи Расула еще многие десятилетия оставались в памяти наших потомков. Несомненно, этот литературный праздник очень положительно влияет и на укрепление культуры Хунзаха, Дагестана и России. Давайте дальше будем следовать тем традициям, которые нам завещал Расул Гамзатов. Жить долго, праведно жить, стремясь весь мир к богатству сопричастить, и никакой из наций не хулит, храня в зените собственную честь. С праздником Расула и с праздником поэзии, дружбы народу и белых журавлей. Мира и спокойствия вам, дорогие друзья, всем вам и вашим близким. С праздником еще раз. Поэт, философ, дипломат, живой классик, легенда, народный поэт Дагестана, герой социалистического труда, лауреат многих государственных и международных премий, автор более 100 книг, вечный слуга самых преданных ему женщин на свете, поэзии и жены. Такова неполная характеристика эпитетов в адрес великого Расула, которая все больше и больше сплачивает нас.
Слово предоставляется Магомеду Ибрагимовичу Магомедову, доктору филологических наук, руководителю аварской секции Союза писателей Дагестана. Дорогие хунзахцы, дорогие гости, сегодня мы присутствуем на знаменитой хунзахской земле. Хунзахский район – это литературная столица Дагестана. Об этом недавно стало известно, когда решением Союза писателей России Хунзахскому району было присвоено почетное звание впервые в России «Литературный район России». Хунзахский район является родиной 6 народных поэтов и писателей. Это уникальный район, где в каждом селении, в каждом населенном пункте имеются талантливые поэты, последователи творчества Расула Гамзатова. Сегодня мы чествуем нашего великого Расула Гамзатова, со дня рождения которого исполняется 98 лет. Мы совместно с администрацией Союз писателей Республики Дагестан, совместно с администрацией района разрабатываем план мероприятий, приуроченных к столетию со дня рождения Расула Гамзатова, который будет в 2023 году, а в 2022 году исполняется 90 лет со дня рождения народной поэтессы Дагестана Фазу Гамзатовны Алиевой и народного поэта Дагестана Абасил Магомеда. Расул Гамзатов оставил яркий след в истории Дагестана, в духовной культуре Дагестана и России. Он был ярким сторонником сохранения национальной культуры и национальных языков. Мы знаем, с каким трепетным чувством он относился к родному слову. И мы знаем, что он завещал: если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть. Я за него всегда душой ручаюсь. И пусть он не звучит с трибуны ассамблеи, он для меня велик, как писал он о родном языке. Расул Гамзатов, конечно, творил на родном аварском языке. Его произведения переведены на многие языки мира. Но, конечно, наиболее сочно, ярко, образно Расул Гамзатович звучит на родном аварском языке. Здесь сегодня, конечно, будут звучать стихотворения на разных языках. Здесь прозвучали стихи. И я думаю, бессмертие Расула Гамзатова, оно будет всегда. Хочется сегодня поблагодарить наших гостей, которые приехали в Дагестан из разных регионов нашей страны и из-за рубежа. Группы разделились на 3 группы. Одна группа выехала в Гунибский район, другая группа выехала в Дербент и в Дербентский район, и 3-я группа на родину Расула Гамзатова, Хунзах и Хунзахский район и в село Сада. Хайырлы күн, кадерле тугандар, хайырлы күн, Хунзак кишләре. Добрый день, дорогие земляки Расула Гамзатова, хунзакцы. И от всей души, от имени Союза писателей Республики Башкортостан, от имени всего Башкортостана поздравляю с таким великим праздником, с Днем Расула Гамзатова. Расул Гамзатов – это самый близкий друг нашего земляка Мустая Карима. Когда мы говорим Мустай Карим, мы всегда вспоминаем Расула Гамзатова. И у нас то же самое в Башкортостане всегда звучит стихи, его произведения не только в каждой школе, везде, в аулах, в деревнях и так далее, и так далее. Потому что Расул Гамзатов в учебной программе башкирской литературы в переводе на башкирский язык тоже изучается. Вот поэтому, приезжая сюда, в Дагестан, каждый раз вспоминаешь, вот источник всего духовного, источник всего литературного именно находится в Хунзакском районе. Очень здорово. Поэтому, вот когда объявили по России литературным районом, Россия это именно ваш район. Мы настолько счастливы, потому что, приезжая именно на родину Расула Гамзатова, еще раз приобретаешь крылья творчества. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Всех приветствую. Удивительное место. Вы знаете, в наш рационалистический век есть люди, которые говорят, что нет никакой бессмертной души. Ее нельзя увидеть, ее нельзя пощупать. Она такая, вещь, которую невозможно измерить приборами. Сейчас царствует искусственный интеллект, говорят такие люди. Но все здесь присутствующие понимают, да, что когда случается какое-то горе, что-то внутри болит, и это, конечно, душа, да? И когда случается радость, что-то внутри начинает раскрывать крылья, это тоже душа. И когда нам посланы поэты для того, чтобы мы чувствовали эту бессмертную душу внутри себя, чувствовали и понимали, что она есть,
И, соответственно, раз она у нас есть, значит, и мы бессмертны. И когда приезжаешь сюда, вот я пока сюда ехала, совершенно фантастические места, раскрывается, настолько внутри раскрываются крылья, вот такие вот журавлиные. И никаких сомнений, конечно, уже не остается в том, что есть бессмертная душа. И вот мне рассказывали, что здесь при открытии памятника пролетает журавлиный клин. Когда хоронили Расула Гамзатова, пролетал журавлиный клин. Это невозможно рационалистически объяснить. Да, это никакой искусственный интеллект нам не сможет ничего похожего устроить. И здесь живут настолько счастливые люди, и я абсолютно счастлива, что теперь хотя бы чуть-чуть, хотя бы ненадолго здесь побывала. Вот, и когда я оглядываюсь по сторонам и вижу вот чудесных девочек, наряженных журавлями, мне вспоминается стихотворение нашего народного поэта Башкортостана Равиля Бекбаева. У него есть очень коротенькое стихотворение, вот я его переводила. Сейчас вспомню. Вольный ветер тасует пути, птичий пух под пером вороша. Также пухом трепещет душа, не умея покоя обрести. Конечно, мы не можем обрести покой, но он не нужен, потому что человек странник и пришелец на этой земле. Мы прилетаем сюда ненадолго. Но если прилетать ненадолго на эту землю, надо жить, конечно, в таком красивом месте, с красивыми словами в душе и на губах. Огромнейшее вам спасибо. С праздником мира в нашей всей большой стране, мира вашим семьям и мира вам в душе. С праздником. Всего самого вам доброго. Жака Севдани Хелда Расули Кеч Цачуни Беляру Расульца Ахрисона Хваркеч. Ришват Чаатса Гунхилхил Чаатса Хулулеб Какалеб Холик Дагестан Комехлик Рурхатамур Рулт Охал Канааталт Охтул Чиацат Олеб Комехлик Урчинал Карачалави Киннабгови Челит Сухазит Олеб Хала Домоц Рокхе Анен Гидун Турпик Рабаздаса Иркен Хеларо Амма Хитина Брат Ратла Кинегин Ботлун Хеч Убацил Калди Бихизе. Расул Хамзатов. Сейчас слово предоставляется Круглову Роману Геннадьевичу, поэту, секретарю Союза писателей России, руководителю Санкт-Петербургского отделения молодых литераторов. Пожалуйста. Здравствуйте, дорогие друзья. Низкий поклон вам из культурной столицы за то, что храните эту память. С детства в Ленинграде я возлагал цветы к мемориалу павшим воинам, который называется «Журавли», и он тоже исполнен в виде клина, как и памятник на вашей родине. Я прочту стихотворение. У нас в Ленинграде по-прежнему периодически включают громкую уличную радиосвязь, которая работала в блокаду. Это метроном, ритм которого ускорялся, предупреждая о бомбежках. Радио проверяют. Капает метроном. Память скользит по краю. В городе ледяном. Свет накренился серый. Не удержаться. Вот падаем в 41-й непоправимый год. Люди притихли сразу. Медленный ритм. Отбой. Это проверка связи нашей между собой. Спасибо вам. У каждого свое отношение к поэзии Гамзатова, но каждому из нас он подарил целый мир добра, истины, красоты и любви. К столетию в дань безграничного уважения к поэту, человеку широкой души и необыкновенной мудрости, сыну Дагестана и патриоту России, 2023 год объявлен годом Расула Гамзатова. Хунзарский район будет готовить масштабные мероприятия. Мы постараемся организовать мероприятия так, чтобы ясным эхом имя Расула передавалось еще многим и многим поколениям. Дорогие земляки хунзарцы, дорогие гости, разрешите мне от имени семьи Гамзатовых, от жителей селения Цада поблагодарить вас за то, что вы чтите память великого Расула. Хочу поблагодарить районное руководство во главе с главой администрации Хунзарского района. Хочу поблагодарить Союз писателей Дагестана за то, что организовывает это мероприятие. Огромное вам спасибо и низкий поклон от семьи Гамзатовых, от джамаата селения Цада. И хочу я завершить для наших будущих поколений, для школьников, словами Гамзатца Цадасы на аварском скажу. Цали, цали, дирц одор. Мои педагоги говорили мне тоже на аварском скажу. Цали, цали, цали,
Вам спасибо огромное, благополучия, мира и здоровья, долгих лет жизни вам всем. Спасибо. Дни белых журавлей и день рождения Расула Гамзатова – это повод для всех нас вспомнить о вечных ценностях, которым служит творчество великого поэта. Аварцы говорят, что поэт рождается за 100 лет до сотворения мира, и спустя миллионы лет такие замечательные поэты, как Расул, рождаются для того, чтобы наш мир оставался гармоничным и целостным. По традиции, каждый год учащиеся школ Хунзарского района готовят танец белых журавлей к международному фестивалю. Сегодня этой чести удостоились учащиеся Хунзарской средней общеобразовательной школы номер 1 – танец белые журавли. Мне кажется, порой, что солдат с кровавых не пришедшие поля не в землю нашу полегли когда, а превратились в пень журавлей. Мне кажется, порой, что солдат с кровавых не пришедшие поля не в землю нашу полегли когда, а превратились в пень журавлей. Расул Гамзатов вместе с нами и нынче накапливает созидательную силу Дагестана и дагестанского народа. Спасибо вам за то, что приехали почтить память нашего и вашего Расула. Пусть духовная энергия великого поэта всегда будет с Дагестаном и с Россией.